Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на юбилейном концерте, посвященном 60-летию и 40 годам плодотворнейшей творческой деятельности главного хормейстера Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева, народного артиста Кыргызской республики, лауреата Международной музыкальной премии имени Абдулласа Малдыбаева, старшего преподавателя Кыргызско-турецкого университета МАНАС Карагула Телинчиева. Карагул Мантурович Телинчиев родился 8 февраля 1964 года в селе Ичке-Джергес Аксуйского района Иссык-Кульской области. После окончания Пржевальского музыкального училища и Государственного института искусств имени Бибисары Бейшеналиевой в 1991 году поступает на работу в Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева на должность хормейстера, а 4 года спустя становится главным хормейстером театра. За годы плодотворной работы в театре Телинчиев участвовал в постановке множества оперных спектаклей и был отмечен множеством наград, среди которых почетная грамота Кыргызской республики, почетная грамота Министерства культуры и информации Кыргызской республики, знак Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской республики Маданияттын Мыкты Кызмактери, звание заслуженного, а затем и народного артиста Кыргызской республики. Является лауреатом Международной музыкальной премии имени Абдулласа Малдыбаева. Уважаемые дамы и господа, слово предоставляется первому заместителю Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Аджималиеву Тимурлану Максатбековичу. Урматтуу маданият жана искусство сүйүүчүлөр, бүгүн биз азыркы кыргыз хорунун чебер устаты, белгилүү хормейстер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Карагул Телинчиевдин 60 жылдык мааракесине, чыгармачылык жолдогу 40 жылдыгына арналган салтанаттуу кечеге күбө болуп отурабыз. Урматтуу Карагул Амантурович, сизди биз табигый туаса туюмга өзгөчө көркөм табитке ээ, аткарыла турган чыгарманын образын так, даана, кылдат ача билген кайталангыс талант, улуттук хор искусствосунун күзгүсү, өз ишинин чебери, мыкты устат инсан катары тааныйбыз. Сиз Пржеваш шаарындагы музыкалык окуу жайын, андан соң Бейшеналиева атындагы мамлекеттик искусство институтунун аяктагандан тартып, бүтүндөй өмүрүңүздү, чыгармачылык жолуңузду улуттук хор искусствосунун өнүгүшүнө арнадыңыз. 1991 жылдан тартып Кыргыз улуттук опера жана балет театрына хормейстер, театрдын алдындагы опералык хор студиясынын жетекчиси, башкы хормейстерсиз. Мындан сырткары, ушул жаатта келечектин мыктысы, улуттук хорду өнүктүрүүчүлөрүн тарбиялап, 1997 жылдан бери Бейшеналиев атындагы мамлекеттик искусство институтунун хор дирижеру кафедрасынын улуттук окутуучусу, 2006 жылдан баштап доценти, 2004 жылдан тарта Кыргыз-Түрк МАНАС университетинин музыкалык искусство кафедрасында окутуучу, улук окутуучусу болуп эмгектенип келесиз. Опера жана балет театрында Чайковскийдин Карганын дамасы, Власов менен Малдыбаевдин авторлугундагы МАНАС, Ажал ордуна, Айчүрөк, Моцарттын Сыйкырдуу флейта, Дон Жуан, Леонкавалланын Паяцы, Колмановскийдин Белоснежка жана Жети гном, Рахманиновдун Алекка, Гаджибековдун Аршин Малалан, Вердинин Риголетто, Аида, Травиата, Реквием, Бизенин Кармен, Давлесовдун Астасекин, Колуктуу жана башка мыкты спектакльдерди чеберчилик менен коштоп, театр сүйүүчүлөрүнүн алкышына арнадыңыз. Кыргыз маданияты үчүн жасаган эмгегиңиз бааланып, сизге 2021 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу намы ыйгарылган. Урматтуу Карагул Амантурович, сиз азыркы
кыргыз маданиятынын мактанычы, хор өнөрүнүн устатысыз. Биз сиздин кайталангыс талантыңызга суктанып, сыймыктанабыз. Өрнөктүү өмүрүңүз, улуттук маданиятка кошкон омоктуу салымыңыз үчүн терең таазим кылабыз. Дагы бир ирет 60 жаш маарекеңиз, өнөр жолуңуз 40 жылдыгы менен куттуктап, сизге узун өмүр, чын ден соолук, толкуп ташкан чыгармачылык эргүү каалайм. Элиңизге ак кызмат кылып, сый урматтын үстүндө күйлүү күчтүү жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Рахмат. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем концерт. Осмонов. Сцена из оперы «Алымбек и Курманджан». Исполняет академический хор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева под руководством главного хормейстера театра, народного артиста Кыргызской республики Карагула Телинчиева. Солистка Акманай Эшпаева. Концертмейстер, отличник культуры Нурджан Токтобекова. Солистка, заслуженная артистка Кыргызской республики Бактыгуль Покоева. Сатаев. Кен дүйні,
Обработка для хора Соорбека Кынатова. Музыка Джандарова, слова Алмазбекова. Сагынам. Обработка для хора Демеуова. Солист Калынур Сакеев.
Музыка Давлесова. Слова Сарнагоева. Селькинчек. Солистка Акманай Эшпаева. Одно из самых спорных классических произведений 20-го столетия – симфоническая кантата Кармена Бурана немецкого композитора Карла Орфа впервые было исполнено в Кыргызстане 10 лет назад, 27 сентября 2014 года, на бенефисе главного хормейстера Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева Карагула Теленчиева. Кармена Бурана, песнь «Поерна», основана на 24 стихотворениях из одноименного сборника. Оригинальный манускрипт, кодекс Буранус, был найден в Бенедиктинском монастыре Бойерн в 1803 году или, по другим данным, в 1801. Немецкий исследователь Иоганн Шмеллер определил, что тексты, входящие в кодекс Буранус, принадлежат голиардам, странствующим поэтам Центральной Европы.
Карл Орф, с детства увлекавшийся средневековой поэзией, был поражен мощным ритмом и живостью текстов, изображением колеса фортуны на первой странице манускрипта. Композитор решил отобрать 24 текста из сборника для своего произведения. Большая премьера сценической кантаты состоялась в очень непростое время, в очень непростой стране. Во Франкфурте на Майне 8 июня 1937 года и вызвала очень неоднозначную реакцию среди нацистских музыкальных критиков. Пока одни критиковали ее как дегенеративное искусство из обращения к примитивной, по определению тогдашней немецкой моды, средневековой музыки и поэзии, другие, в их число входил рейхсминистр пропаганды Йозеф Пауль Геббельс, называли кантату выдающимся образцом немецкой музыки. Во многом из-за своего происхождения кантата не пользовалась популярностью в Советском Союзе, да и в нашей стране тоже. Кантата не имеет четкой сюжетной линии, построена на ассоциациях и связана воедино темой судьбы. Композиция кантаты во многом основана на идее вращения колеса фортуны. Особого напряжения и ощущения динамики Орф добивается мощным ансамблем ударных инструментов и контрастом мужского и женского голоса, хора и солистов, громких и тихих пассажей. Относительная простота восприятия, директивность музыки, яркая и насыщенная палитра звуков способствуют этому. Из-за ритмичности латинского языка образность музыки Карла Орфа напоминает яркий языческий праздник, поучаствовать в котором мы вас и приглашаем. Карл Орф. Кантата Кармина Бурана. Солисты, народный артист Кыргызской республики Бактыбек Ыбыкеев, Эльгиз Бейшенбаев, Полина Попикова. Хор Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Хор Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Малдыбасанова, хормейстер Тимирлан Токторбаев. Хор Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Бейшеналиевой, хормейстеры Арстанбек Улу Асылбек и Айтурган Турдугулова. Хор Кыргызского государственного музыкального училища имени Куренкеева, хормейстер Олеся Кукес. Хор Кыргызско-турецкого университета Манас, хормейстер, народный артист Кыргызской республики Карагул Телинчиев. Детский хор школы искусств номер 4 города Бишкек, симфонический оркестр Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, дирижер, народный артист Кыргызской республики Нурматбек Полотов, главный хормейстер, народный артист Кыргызской республики, лауреат международной музыкальной премии имени Абдыласа Малдыбаева Карагул Телинчиев.
любит нас аудере, Dios preventolitas et iudovere, Fides est et probitas cum retinere. Amma me fideliter, fidem meam nota, recorde dattoriter, et ex mente tota, preledialiter absens im remota, quisque samatoliter vivultur lirota.
ira vehemente, in amere tutti nella gorguemente, pacto de materia seres elementi, simile son folio de quello de venti, consideren proprium vira sapienti, sopra Pietro ponnere sede fundamenti, col tutelo rema loro fluve alla venti, dove adam tramite non fan permanenti.
Somabas, Volcanienses. Et concilium memes cembubilis, et insecta desti voluntas mea est, cum mame gusertere taberna, os vesperam nobis egreditur, et ec denetados, vesteclamavit. Afna! Afna! Vis hesitis torturbissima! Nostrae vitae gaudia abstulisti omnia.
Suspirer, me fai temer. O sodales iudite, ol qui sidis disite, mihi me opacite, consulite per voster honor. Tua pulcra facies me fai planer milies, pictus habet glacies, Stettit aina, rosa tunica, sicut stante dicit, tunica tremuit. Stettit aina, tamquam rosula, facies splenduit, unas floruit. Multas onsos fiera, de tua pulcritudine, quemene non misere,
Suscitatis, supatis, animale floris. Totus florea, iam amore virginali totus ardea, novus, novus, novus amores, properia, properia, properia. Totus florea, iam amore virginali, totus ardeo, novus, novus
Уважаемые дамы и господа, наш концерт подошел к концу. Позвольте пригласить на эту сцену главного хормейстера Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева, народного артиста Кыргызской республики, лауреата Международной музыкальной премии имени Абдулласа Малдыбаева Карагула Телинчиева. И вручить ему уважаемому Карагулу Мантуровичу цветы от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской республики. Уважаемые дамы и господа, раз вы так настойчиво просите бис, для вас прозвучит первая часть из кантаты Кармена Бурана «Fortuna Imperatrix Mundi».